Здравствуйте, в эфире «Время региональных вестей». С вами Мадина Кураева и в начале главные темы выпуска. Боевая подготовка. Сотрудники Духовного управления мусульман Чеченской Республики проходят обучение в Российском университете спецназа. Подробнее в этом выпуске. Зимняя сказка. Туристическая база Ах-Китэй является излюбленным местом у жителей и гостей республики. Живописная природа, активный отдых и незабываемые впечатления. Мы расскажем о туристической базе Ах-Китэй, которая находится в высокогорном Биное, что включает комплекс. В селении Чечен-Аул состоялся финал северокавказского турнира по самбо среди детей. В 2022 году у нас по младшим юношам было 2 победителя первенства мира в Ереване прошло. Об итогах в нашем эфире. Региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, доставил подарки детям. Больше 5500 учащихся детских садов и школ Луганской Народной Республики получили сладкие сюрпризы. По поручению Рамзана Кадырова его представители в регионе Рахим Исаев как до Нового года, так и после продолжают масштабную благотворительную акцию. Действительно, в это время поддержка наших чеченских братьев играет очень важную роль. Не только в военном аспекте, но и в социально-политическом аспекте. Спасибо вам большое. Еще раз благодарим главу Чеченской Республики. Сотрудники Духовного управления мусульман Чеченской Республики проходят военную подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. Богословы обучаются основам обращения с оружием. Помимо работников участие принимают кади и имамы со всего региона. Обо всем по порядку в сюжете Лейлы Муртазовой. Российский университет спецназа – особое учебное заведение, готовящее профессиональных бойцов. Стать такими же изъявили желание сотрудники Духовного управления мусульман Чеченской Республики, кади и имамы региона. Во главе с муфтием Чеченской Республики Салахом Межиевым они начали осваивать военный курс, чтобы в случае необходимости быть в полной боевой готовности. ملخ شما نه کیچ خلر گرس تو عامر وقت واري عامر هنا الشيء بصوب نخ إيش ملخ شخناها غازوة دعيت بيد شخناها شيء مقشل يول شولسك دعوت شول شولسك هتيبتيه دعوتر غازوة أجاسن مصو أروالويش عندوش حتى وتا أروالويش أجاسن كفايتوش حتى وتاها صحابولنا دعبيولش دعبيولش بوشتل أو دعوتات كيتش خلويزش. В Руси имеются все условия. Здесь располагается более десятка площадок. Свое первое занятие богословы начали с тактической стрельбы. Достали патроник, прицелились, держите в цель, плавно спусковой крючок тянем. До случайного выстрела. Когда вы выстрел не ожидаете, вы не напрягаетесь. И случайный выстрел, он будет в цель. Начальная огневая подготовка включает в себя безопасное обращение с оружием, точное попадание в мишень и принятие правильного положения при стрельбе. Обучение они проходят под руководством опытных инструкторов, которые выпустили не одно поколение профессиональных бойцов. Каждый воиш волчарцы связи бирж именно шейм хоккар дадалара спецоперации хокка подготовка экипировка массома выше уровней оли хокки хавер хозава кетча боя всегда будет дик результат что даггар баркал дерес ларсона вайпачхина шадик омел дештег ибаняду. По словам представителей духовенства, перед ними стоит одна цель – быть полезными своему государству и народу. Ускоренный курс рассчитан на неделю. За это время богословы пройдут тактическую, огневую, инженерную и медицинскую подготовки. Лейла Муртазова, Сайдамин Мусаев, Сайд Селим Ампукаев, Вести, Чеченская Республика.
Министр Чеченской Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике Иса Ибрагимов вручил спортсменам звание мастера спорта. Мероприятие прошло во Дворце молодежи города Грозный. Порядка 48 человек стали обладателями памятных значков и соответствующего удостоверения данного ранга, включая 2 государственные награды «Заслуженный работник физической культуры Чеченской Республики». Они присуждались как в ударных, так и в безударных дисциплинах. Для нашей республики это огромный плюс и мотивация для молодежи в плане того, что если раньше в советское время там слышали там о том, что есть какой-то мастер спорта, где-то живет, а сегодня у нас они воспитываются десятки, это показывает то, что сегодня создаваемые условия главой республики Рамзаном Ахматовичем Кадыровым являются самыми лучшими для наших спортсменов. И сегодня вручение удостоверения мастера спорта опять-таки мотивирует этого же спортсмена на получение следующего этапного удостоверения мастера спорта международного класса, там, заслуженный мастер спорта и так далее. Я думаю, что наша молодежь будет стремиться развиваться и двигаться только вперед. Живописная природа, активный отдых и незабываемые впечатления. Все это вы можете найти в высокогорном Биное, где находится туристическая база Ахкитей. Это место прекрасно в любое время года. В зимний период здесь царит особенная атмосфера. О том, что включает комплекс, расскажем в следующем сюжете. Расположенная среди лесных массивов туристическая база Ахкитей является излюбленным местом у жителей и гостей республики. Начнем мы рассказывать об объекте с этого озера. Летом это прозрачная вода с невероятным цветом небесной лазури. В зимнее время приобретает темно-голубой оттенок. Водится в ней форель. Множество фотографий и видео гостей запечатлены именно здесь. Ну а неподалеку расположилась еще одна любимая зона гостей в зимнее время – вот этот спуск на санках. От подобного активного отдыха мало кто откажется. Не идет в счет и возрастная категория. Гости располагаются в этих домиках. Всего их здесь 7, один VIP. Рассчитаны они на 4 человека. Внутри имеется все для комфортного отдыха. Просторный зал и спальная комната. Обстановка здесь как дома, с одной лишь только разницей, что вид за окном завораживающий. За одну ночь комплекс может принять 28 человек. Каждый, кто посещает эту местность, остается под яркими впечатлениями. Также здесь располагается кафе с национальными блюдами и шашлычная. Дополнительную красочность местности добавляет и река, протекающая по всей территории. Над ярко-голубой водой построены красивейшие беседки, мосты и всеми любимые качели. Есть даже веревочный парк. Данная база функционирует с 2018 года. Создана она по поручению главы нашей республики и функционирует она круглый год. Все сезоны года по-своему радуют. Особенно это здесь в горно-лесистой местности чувствуется. И зимой очень много народу бывает, особенно когда снег выпадает. Вот приезжают. А так за эти годы эту базу посетили очень много народа. Комплекс находится в высокогорном Нажиюртовском районе. С Грозного до туристической базы имеется свободная доступность. Дороги здесь полностью асфальтированы. В зимнее время из-за большого количества снега сюда нужно добираться на внедорожнике. С наступлением сумерек наша съемочная группа решила поехать обратно в город. Сказочный Биной готов встретить в своих горах любого, кто неравнодушен к вершинам и настоящей зиме. Мадина Кураева, Хусейн Мурдаханов, Сайдамин Даутмирзаев. Вести, Чеченская Республика. Гостям всегда рады. Рецепт счастья. Так называется будущий сериал, съемки которого проходят в Чеченской Республике. Первый в России игровой телесериал, рассказывающий о самобытности регионов, будет сниматься в Грозном, Аргунском ущелье, в том числе и на озере Кизиной-Ам. Целью данного проекта является популяризация туристического потенциала, национальной кухни и культуры нашего региона. С коллегами по профессии главные роли будут играть Адам Исраилов и Рая Гичаева. Основные съемки будут начаты ближайшим летом, а премьера планируется на осень этого же года. Мы сейчас работаем над новым сериалом, называется «Гостям всегда рады. Рецепт счастья». Он рассказывает о путешествии 2 молодых русских туристов по Чечне. Они ищут рецепт счастья.
Очень интересная работа. В Чечню мы все влюбились. И мы хотим открыть для российского туриста Чечню как место прекрасного отдыха, место, где можно узнать много нового. Герой нашего следующего сюжета – Баудин Бисултанов. Он является единственным гидом в регионе для глухих и слабослышащих. Сурдоэкскурсовод изучил все достопримечательности региона, его историю и теперь с удовольствием делится своими знаниями с такими же, как и он. В очередной раз доказывает, что ограниченные возможности не являются преградой для самосовершенствования. С помощью языка жестов Баудин Бисултанов проводит экскурсии для глухих и слабослышащих. Он сам не слышит и не говорит, поэтому хорошо понимает, что чувствуют такие люди. Мне 39 лет. Я работала в организации глухонемых, где помогали относить еду, участвовали в мероприятиях. Решением стать гидом было принято, когда он присоединился к Всероссийскому обществу глухих. Много людей из этой организации посещали Грозный. Оттуда и появилась идея обучиться этой профессии. Баудин начал искать информацию о сурдоэкскурсоводах, изучал достопримечательности и саму республику. Все знания применял на практике. Его всегда влекло к истории и к знакомству с новыми людьми. Пришел на экскурсию Бисултанова Баудином. Узнал очень много историй и информации. Очень увлекательно. Было интересно. К слову, наш герой является первым сурдоэкскурсоводом в регионе. Его деятельность не ограничивается только в субъекте, он также выезжает в другие города России и проводит экскурсии. Министерство туризма по Чеченской Республике в очередной раз запускает курсы для гидов-переводчиков в целях подготовки к проведению обязательной аттестации экскурсоводов. В них впервые примет участие особенно гид Баудин Бисултанов. Курсы будут проводить именитые ученые, деятели науки и образования, а также сторонние специалисты. 1 июля 2023 года в обязательном порядке будет необходимо пройти аттестацию всем гидам-переводчикам, и только при наличии данного сертификата о прохождении аттестации человек может работать гидом в каждом регионе. Стоит отметить, что у гида есть и свой переводчик, дочь Роза. Часто сопровождает его на экскурсиях и семинарах. Она пожелала остаться за кадром. Ограниченность здоровья не преграда для Баудина. Побывав во всех горах России, ближе всего ему Северный Кавказ и свой родной край. На этом он не планирует останавливаться, оставить цели и открывает новые места. Лейла Муртазова, Магомед Басаев, Сайцельм Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. В селении Чечен-Аул прошли финальные поединки 4-го этапа Северо-Кавказской детской лиги по самбо. В турнире участвовало 360 спортсменов со всей страны в 3 возрастных категориях от 10 до 16 лет. Для них это шанс отобраться на зону России. Мероприятие посетили официальные лица республики, которые смогли посмотреть зрелищные поединки. После победителям и призерам турнира вручили заслуженные медали и грамоты. Благодарственные награды за развитие и популяризацию самбо в регионе получили и чиновники, которые внесли особый вклад в улучшение направления. Такие события следите за вестями на официальных страницах в социальных сетях и на платформе «Смотрим» телерадиокомпании «Война». Подписывайтесь. С вами была Мадина Кураева. До новых встреч в эфире.